Уважаемые слушатели, добрый вечер уже. Сегодняшняя онлайн-встреча посвящена достаточно важной, одной из самых трудных тем, с которыми сталкиваются приемные родители. Это школьные проблемы приемных детей. Очень сложная тема, очень объемная, она затрагивает многие аспекты жизни семьи, детей, жизнедеятельности, образовательных учреждений. Что успеем, немножечко затронем. Не все аспекты получится затронуть, но постараемся проговорить какие-то важные моменты, которые обязательно нужно помнить при взаимодействии и при организации взаимодействия приемного ребенка и учебного учреждения и родителя. Такую затронем триаду все-таки, да, приемный родитель, приемный ребенок и образовательная организация, в которую приходит такой ребенок. Возможно, проговорим какие-то прописные моменты, да, но это те вещи, которые всегда нужно помнить, нужно о них знать, и если их не держать в поле своего, скажем так, в ментальном поле, в поле своего зрения, можно упустить какие-то важные моменты. Мы знаем, что каждый родитель, и кровный родитель, и приемный родитель хочет своему ребенку только добра, прикладывает усилия, чтобы ребенку было хорошо, чтобы ребенок вырос умным, хочет, чтобы ребенок вырос добрым, нашел свое место в жизни. То есть в этом плане приемные родители совершенно не отличаются от кровных родителей и ожидают, что вот на пути, в том числе школьного становления ребенка, максимально встретит такой ребенок, максимально встретит доброжелательное отношение и как можно меньше препятствий. Тем не менее, мы с вами, достаточно много уже вебинаров у нас с вами было, где мы изучали особенности приемных детей, да, и мы понимаем, что школа как такое стандартизированное достаточно, скажем так, мероприятие, предоставляющее набор знаний и методы обучения достаточно стандартные, не может в полной мере учесть такие прямо вот специфические, индивидуальные особенности каждого ребенка. И если дети из обычной семьи, да, нормотипичной, в силу того, что дети не получали травматичный опыт, достаточно быстро и легко адаптируются, скажем так, к школе, как к такому стандартизированному подходу к ребенку, да, то дети с особыми потребностями сталкиваются с огромными трудностями в процессе обучения. И для семьи с приемными детьми образование зачастую становится очень серьезным испытанием на прочность. Это не только получение необходимых знаний и умений в образовательной сфере и в социальной сфере, это еще и проверка на прочность. Число вообще обращений приемных родителей со школьными проблемами растет. Ну и не только приемных родителей, да, и в целом кровные семьи обращаются. И наиболее частое обращение – это школьная дезадаптация. То есть если смотреть, рост, да, обращений, он присутствует, причем значительный. Школьная жизнь ребенка в какой-то степени определяет жизнь семьи в целом, да, потому что ребенок находится 80% времени в школе и возвращается домой. Дальше эта деятельность продолжается уже совместно с родителем, зачастую там, до конца светового дня, да. Иногда и переходит в ночное время суток. И часто становится критерием успешности
в целом семьи, мерилом родительской компетентности, как для обычной семьи, так и для приемной семьи. И ребенок оценивается по такой вот внешней стороне, как он учится, как он ведет себя в школе, так оценивается и в целом успешность приемной или кровной семьи. И это приводит к такому достаточно сильному социальному давлению, когда родитель, чьи дети недостаточно успешны в школе, испытывают определенного рода негативные эмоции при взаимодействии с образовательным учреждением, с собственными какими-то представлениями о себе, начинают чувствовать себя недостаточно успешными родителями, недостаточно хорошими, что они очень мало дают своему ребенку. То есть всегда вот такое вот вступление ребенка в школьную жизнь сопровождается повышенной тревожностью родителя. Ну, и это связано с действительно объективными причинами. На самом деле очень важно, прежде всего, чтобы родители понимали, что ребенок, обучающийся ребенок, это еще не весь ребенок. Да? То есть помимо вот этой вот роли ученика, в ребенке есть помимо этого еще другие роли. И важно помогать как себе, да, просеивая, скажем так, через внутреннее сито свои социальные роли, отделять, да, что вы не только родитель, сопровождающий ребенка в процессе образования, но еще и вы выполняете много других социальных ролей. И вы в этих других социальных ролях вполне можете быть успешным. И не транслировать вот эту вот тревожность на приемного ребенка, который и так испытывает достаточно выраженные трудности в обучении. И то же самое нужно транслировать своему ребенку, чтобы он понимал, что помимо роли ученика он выполняет еще другие социальные роли. Это сын в семье, эмоциональный, да, ребенок в семье, это, возможно, спортсмен, это еще какие-то направления жизни, векторы жизни, в которых участвует приемный ребенок. Да, тем самым позволяя ему чувствовать себя все-таки успешным, помимо учебной деятельности. Да? То есть это вот такая вводная, да, чтобы родители понимали, что школьные трудности не являются критерием успешности семьи, являются точкой приложения усилий как для родителей, так и образовательного учреждения, в котором обучается такой ребенок. Важно, конечно же, найти причины школьной трудности. Отчасти эти причины лежат, конечно же, в прошлом ребенка. И мы с вами достаточно много рассматривали таких моментов, как формирование у приемного ребенка привязанности, да, что чаще всего в прошлом это дети с ненадежной привязанностью и которым достаточно трудно сформировать в дальнейшем привязанности к другим взрослым. Да? И таким же образом возникают сложности в формировании привязанности, например, к учителю, да, к классному руководителю, собственно, к приемному родителю. То есть помним всегда, что приемный ребенок – это травмированный ребенок, и всегда помним про понятие нарушенной привязанности, да, формирование привязанности по ненадежному типу. И помним про то, что ребенок испытывает различного рода, приемный ребенок, различного рода депривации, депривации общения, да, депривация взаимодействия с мамой, которые влияют в дальнейшем на все сферы жизни ребенка. Во-первых, это на сферу общения. Мы помним, что формируется у приемного ребенка недоверие к людям, в какой-то степени зависимость от них, деструктивная агрессия в решении конфликтов. Мы помним, что формируется при депривации изменения в когнитивном развитии ребенка, в норме это образное творческое мышление, а у депривированного ребенка ситуативное, наглядное мышление, классификационное мышление. Это те нюансы, которые можно и нужно и родителю, и педагогу знать,
да, при взаимодействии с таким ребенком. Изменяется мотивация личности ребенка в норме. Это достаточно разнообразное и богатое количество мотивов у ребенка. Свобода от ситуации, сохранение собственной мотивации вне зависимости от того, что навязывает окружение. А депривированные дети все-таки содержат достаточно бедное количество мотивов, да, они достаточно бедны по содержанию, и идет привязанность к ситуации. Кроме того, мы помним, да, что идет влияние на эмоционально-волевое развитие ребенка. В норме дети все-таки ориентируются на самоконтроль. У приемных детей длительное время сохраняется привычка к пошаговому внешнему контролю. Это те нюансы, которые важно помнить. Меняется восприятие самого себя. Если дети без травматичного опыта принимают себя, доверяют себе, своим решениям, ориентируются в самооценке на собственные критерии, обладают выраженным чувством «я», то депривированные дети не принимают себя, не доверяют себе, ориентируются в самооценке на мнение других, очень развито чувство «я». Кроме того, что также нам важно для понимания школьных проблем, да, приемных детей, нарушается в том числе восприятие времени. Если нормотипичные дети ощущают глубокую перспективу прошлого и будущего, у приемных детей меняется ориентация в большей степени на настоящее, сиюминутное самоощущение, да, достаточно сложно им строить прогнозы, они не видят перспективы будущего. Вот это те моменты, которые важно знать о приемных детях. И кроме того, важно помнить, что школьные трудности легче предупредить, нежели их потом преодолевать, тогда, когда возникает уже выраженная школьная дезадаптация. Хотя чаще всего детей приводят именно уже в крайней степени школьной дезадаптации и с достаточно высоким риском возврата ребенка из-за школьных проблем в учреждение интернатного типа. Поэтому очень важно ловить проблемы на начальных стадиях и обязательно при совместных усилиях педагогов и приемных родителей. Тогда, когда есть вот это вот взаимодействие образовательной организации и приемного родителя, эти проблемы преодолимы. И ребенка мы рассматриваем тогда не как точку, не как проблему, да, а все-таки как возможность. Кроме того, что еще важно сказать, да, какие еще можно видеть особенности приемного ребенка? Ну вот вы видите, да, такую диаграмму. Развитие приемного ребенка более такое негармоничное. Да, понятно, что все дети растут неравномерно, но вот с приемным ребенком эта история более выраженная. И мы видим как раз-таки вот так называемое мозаичное развитие ребенка. То есть, например, может быть прекрасное физическое развитие, да, интеллектуальное, но при этом может западать эмоционально-волевая регуляция. И вот эта вот диаграмма конкретного ребенка, да, где мы можем увидеть, какие сферы в развитии у него преобладают, какие западают. Да. Чаще всего, конечно же, это эмоционально-волевая регуляция западает. То есть именно эта сфера считается главной зоной развития у приемных детей. Зачастую это дети с недостаточностью общего физического развития. Мы можем видеть маленький рост, вес, достаточно такую субтильную наружность. Иногда, конечно, это может быть и в обратную сторону, да? Но если брать в среднем, то это чаще всего отставание в физическом развитии. Чаще всего это дети с задержкой психического развития в силу психотравмирующего опыта. То есть не в силу того, что действительно есть какая-то когнитивная задержка, да, а это связано именно с травматичным
с травматичным опытом, с психотравмирующим опытом. Чаще всего мы видим инфантильное поведение, да, у таких детей. У них дольше сохраняется игровая деятельность и дольше сохраняются инфантильные способы коммуникации со сверстниками. То есть приемные дети действительно, мы опять же говорим в среднем, да, понятно, что есть нюансы индивидуальные, мы говорим в общем, да, о таком портрете обобщенном. То есть в целом приемные дети отстают от ровесников, у них своя динамика развития, и достаточно сложно предсказать, когда догонят дети своих сверстников. И если таких детей отправлять на ПМПК, то, конечно же, им всем можно выставлять как минимум отставание от нормы развития, как минимум задержку психического развития. Да? Что здесь важно понимать, что приемные родители реабилитируют своих детей. Да? То есть когда к учителю в класс приходит приемный ребенок, здесь важно понимать, что вот то, в каком состоянии пришел ребенок, это уже огромный труд, который был вложен приемным родителям в этого ребенка. Важно понимать, что это очень долгий процесс. То есть приемный ребенок будет реабилитироваться очень долго, в зависимости от того, какая была у него предыстория, в зависимости от того, когда он был оставлен значимым лицом, да, кровной мамой, была ли там сформирована привязанность, какие он испытывал виды насилия. То есть, скажем так, чем сильнее был ранен ребенок, тем сильнее будет задержка его развития, тем дольше он будет реабилитироваться. Важно понимать, что это не вина семьи, и это не ущербность ребенка. Да, то есть таким образом сложилась вот такая вот объективная ситуация, с которой сталкивается приемная семья. То есть такому ребенку нужно больше времени для того, чтобы в принципе выровнять вот эти вот, как вы видите, мозаичные, да, векторы развития и начать развиваться в более гармоничном направлении. Конечно же, мы понимаем, что для того, чтобы учиться в школе, у ребенка должна быть определенной степени психологическая зрелость, которая позволяет систематически обучаться. И эта психологическая зрелость прежде всего вот обозначена 4 компонентами. Хороший самоконтроль, устойчивая работоспособность, собранность и хорошая концентрация внимания. Вот это то, что позволяет детям психологически зрелым находиться в процессе систематического обучения, быть в процессе, удерживать это все, несмотря там на какие-то заболевания кратковременные, да, выпадать, возвращаться и быть достаточно успешным в этом процессе. Что же имеют дети с неблагополучным опытом? Задержка психического развития, дефицит внимания, эмоциональное неблагополучие, низкая общая эрудиция и гиперактивность. Кроме того, достаточно большое количество у них триггеров, да, запускающих прошлый опыт. То есть учитель одел какое-то платье, которое напоминает ему платье мамы, например, кровной, которая его избивала, да, в детстве, причиняла физическое насилие. Соответственно, уже не устанавливается контакт с классным руководителем, с первым учителем. Да, то есть огромное количество вот этих вот триггеров из прошлого, которые могут запустить абсолютно специфические и не всегда понятные окружающим стратегии поведения приемного ребенка. Поэтому, когда такой ребенок специфически реагирует на происходящее в классе, в школе и людей, важно всегда в своей голове держать, что, возможно, сейчас срабатывает его прошлый опыт. Угу.
И дети, у которых была все-таки такая трудная жизненная ситуация, у них достаточно сложный внутренний мир, в котором существуют не всегда, зачастую в большей степени, негативные процессы внутренние. Это и душевная боль, это и чувство вины за то, что он такой, потому что мы помним, что дети всегда берут вину на себя. Это и низкая самооценка, и конфликтность, мнительность, обидчивость, обостренное чувство к несправедливости, агрессивность, чувствительность к критике. То есть вот это как минимум я перечислила того, что с чем приходят дети, у которых была и либо есть трудная жизненная ситуация. Ну и мы помним, да, что ребенок может обучаться только тогда, когда он чувствует безопасность. Да, в том случае, когда не была реабилитирована прошлая ситуация ребенка, она не до конца отработана, она будет мешать процессу обучения. К неуспеваемости детей, таких приемных, приводят неплохие способности. Поэтому большая просьба к педагогам и к родителям видеть в своих детях неплохие способности. Да? Это все-таки в первую очередь эмоциональные проблемы и трудные жизненные ситуации, с которыми столкнулся приемный ребенок. И что же здесь важно сказать? Мы, помните, проговорили про то, что, конечно же, проще профилактировать, да, школьную дезадаптацию. В том случае, когда вот ребенок, мы говорили о том, что дети могут отставать в развитии физически, да, быть такими апатичными, ну, скажем так, с задержкой психического развития, обобщенно скажем, да, важно прежде всего не пускать весь этот процесс на самотек. В том случае, если педагог видит, что приводят ребенка необследованного, да, важно в тандеме с родителями поговорить, или же если взрослый родитель достаточно осознанно подходит к этому процессу, то самому организовать обследование у хорошего дефектолога прежде всего. Да? Не столько для того, чтобы поставить диагноз ребенку, а сколько для того, чтобы посмотреть, какие зоны отстают в развитии, чтобы понимать, что у ребенка подтягивать, с какими трудностями он точно столкнется и действовать на опережение. И понимать, какими шагами в целом пойдет ребенок в обучении. То есть родителю нужно быть, конечно, в данном случае работать на опережение и быть вооруженным. Если вы знаете, что у ребенка такие-то, такие-то, такие-то сложности, соответственно, вы подбираете уже под него не общие стандартизированные методики там, выполнения домашнего задания, методики предоставления материала, да, а используете уже какие-то специфические, да, которые подходят именно этому ребенку. Конечно же, желательно отдавать таких детей в школу не в 6 лет, как можно позднее. Опять же, я не беру исключительные какие-то случаи, да, мы берем в целом основную выборку таких детей. Желателен не общеобразовательный режим, а более щадящий, так как такие дети истощаемы, нельзя их перегружать невероятным объемом стандартных требований, которые предъявляются, ну, вот к среднестатистическому здоровому ребенку. С такими детьми бесполезно до полуночи сидеть, делать уроки. Он все равно не воспримет материал и пойдет в школу не отдохнувший, и ему будет еще тяжелее на следующий день соответствовать каким-то новым предъявляемым требованиям. С этими детьми обязательно нужно быть в примиряющей, принимающей позиции не только родителям, но и педагогам. Воспринимать ребенка все-таки, что у него есть особенности, которые он старается преодолевать. При достаточной поддержке коррекционными занятиями, если у вас ребенок до школы и дальше сопровождается там 1, 2, 3 класс, да, коррекционными занятиями, при наличии родительской похвалы, поддержки, принятия и педагогической тоже,
При наличии коррекционных занятий эмоционально-волевой сферы, вот перспективы у ребенка достаточно хорошие, да, в том, что он сможет встать на ножки, да, в школе и достаточно уверенно по ней идти. Всегда важно помнить, что ребенок не по злому умыслу создает проблемы родителю и педагогу. Особенно вот большая просьба к педагогам это понимать, что он не воспринимает информацию не специально, не запоминает ее не специально, и что у него не интеллектуальная патология. Просто у него вот есть особенности развития. И что в дальнейшем такие дети все-таки выравниваются. Слабость вот эмоционально-волевой сферы – это бич приемных детей. Они не могут длительное время заниматься чем-то одним и тем же. И чаще всего встречается, скажем так, недостаточность внимания, дефицит внимания, да, и неспособность к длительной концентрации внимания. Но мы не будем говорить о синдроме гиперактивности, да, потому что это все-таки медицинский термин. Но о недостаточности внимания мы можем говорить. И таким детям очень тяжело соответствовать требованиям школы по причине своих поведенческих особенностей. Такой ребенок в классе из 30 детей, конечно же, является очень неудобным ребенком. Его расценивают как поведенческого ребенка, а не как ребенка с дефицитом внимания. Такие дети сразу попадают в группу риска, что его будут выводить из класса. Их не считают нуждающимися в помощи, а, как правило, начинают наказывать. Ребенок себя плохо ведет, значит, его нужно дисциплинировать, приструнять. Чем больше мер наказывающего характера применяется, тем больше у него на самом деле нарастает напряжение, а значит, и тем больше падает способность как раз-таки к эмоционально-волевому регулированию и концентрации внимания. То есть он попадает в такой замкнутый круг, из которого ему сложно выйти. И когда мы, взрослые, например, находимся в стрессе, мы не можем нормально функционировать. Нам точно так же сложно сконцентрировать внимание. А что можно сказать о детях с такими проблемами? Если вы, как родители, подошли к школьному возрасту, к дошкольному детству, к школьному возрасту и через дошкольное детство прошли и понимаете, что ребенок очень отвлекается, не может длительное время высидеть, выдержать, вникнуть в материал, бросает на полдороги свои занятия, не может выслушать ваши поручения и выполнить их точно. Уже вот в дошкольном возрасте вас это должно обеспокоить. Не нужно думать, что к школе это выправится и все утрясется само собой. То есть ситуация в школе вот с такими признаками только ухудшится. И такому ребенку, конечно же, желательно попасть в класс с малой наполняемостью, не более 10 человек. В классе из 30 детей такая обстановка для него невыносима, там слишком много раздражителей, слишком много отвлекающих моментов. Его внимание, конечно же, в такой обстановке улетучивается. Либо же понятно, что наша объективная действительность не позволяет всем находиться в семейной школе, в частной школе, в малогабаритной школе, переезжать в село, чтобы ходить там в школу, где мало детей. Да, хотя бы договориться с учителем, чтобы такой ребенок сидел на первой парте. Хотя есть огромное желание отсадить его как раз-таки на заднюю парту, чтобы он там никому не мешал. Но все-таки, если мы работаем на ребенка, то в таком случае ребенок должен сидеть на первой парте. В течение урока уделять ему по возможности, конечно же, индивидуальное внимание. Будет здорово, что педагог будет все-таки пытаться обратить внимание на такого ребенка хотя бы 1-2 раза в течение урока. И это уже позволит такому ребенку быть более стабильным в образовательном процессе. Помним, что такие дети находятся в ситуации несформированной надежной привязанности, и они это проецируют в том числе и на учителя. Поэтому учитель также будет проходить через проверки
да, такого ребенка, а не бросит ли меня учитель из-за плохого поведения. Поэтому важно классному руководителю тоже создавать вот элементы надежной привязанности с таким ребенком. Еще такой момент: для детей с неустойчивым вниманием очень сложно в течение 40 минут сохранять неподвижность. И, в принципе, все его процессы уходят на то, чтобы сохранить эту неподвижность, а не на усвоение знаний. И поэтому им важно хотя бы немного двигаться. То есть, возможно, договориться с учителем, чтобы он, например, давал задание сходить намочить тряпку, да, чтобы эта двигательная активность его стала легитимной и не нарушала учебный процесс. Некоторые учителя, в принципе, позитивно настроены на этом и позволяют таким детям немного двигаться. В середине недели таким детям желательно с определенной частотой организовывать передышку, забирать их сразу из школы, не оставляя на продленку, чтобы школа не превращалась в непрерывное какое-то мучение для таких детей. Также важно понимать, что таких детей не учили понимать эмоции, выражать их адекватным способом до того, как их взяли приемные родители. И, как правило, у детей идет нарастающее внутреннее напряжение, которое они не могут адекватным способом выплеснуть наружу. И оно и выходит в том числе гиперактивностью. Они также достаточно негативно относятся к телесным контактам, которые может в конечном итоге выражаться в дрочливости. От того, насколько мы хорошо понимаем эмоции, настолько же хорошо мы ими управляем. Это взаимосвязанные процессы. И поэтому очень важно таких детей учить распознавать свои эмоции. Я вижу, что ты сильно расстроился. И ребенок учится, да, обозначать свои эмоции. То есть ребенок через наименование эмоций учится сообщать, а соответственно и управлять своими эмоциями. Достаточно часто приемные семьи сами придумывают способы выражения напряжения для своих детей, потому что понимают, что это для них очень актуально. Через звуки, движения, через предметы. Эти навыки пригодятся и в школе. То есть если ребенок в приемной семье будет научен это делать, он это будет делать и в школе. Лояльные воспитатели, учителя помогают детям сбрасывать это напряжение приемным. Например, кладут бумагу, которую можно помять, порвать. Дети знают, что это можно использовать. Да, то есть определенные приемы сами педагоги придумывают. Ну и, конечно же, очень важно помнить про коммуникативные трудности приемных детей. Очень важно держать в поле зрения эту трудность родителю, так как взаимодействие со сверстниками одна из самых важных сфер для ребенка. И если ребенок будет неуспешен во взаимодействии со сверстниками, он, в принципе, либо вообще не будет ходить в школу, либо это скажется на учебных данных, на снижении успеваемости. Не всегда учителя берут на себя эту функцию, то есть наше дело учить, а не налаживать взаимодействие у детей. Но формирование детского коллектива очень важно. И с приемным ребенком нельзя надеяться на спонтанное проявление успешных способов коммуникации. Поэтому с такими детьми важно проигрывать, как подойти познакомиться, что сказать в той или иной ситуации, как продемонстрировать, что не хочешь общаться, как грамотно вести себя в конфликтных ситуациях. Лучше всего, конечно, поведенческое научение, то есть когда проигрываются ситуации сложные для ребенка, или же вы, в принципе, понимаете, что в коммуникационном компетентности у него стоит цифра 0. Да, и то есть вам нужно с нуля всему учить такого ребенка. С малышами это на примере животных, с более старшими детьми на реальных ситуациях. Дети очень любят ролевые игры, особенно когда взрослый встает в позицию ребенка и показывает какие-то варианты поведения, которые ребенок даже не представлял себе, что так можно вести. А ребенок находится, например, в позиции взрослого. Да?
Еще раз напомню, что лучше все-таки подхватывать ребенка на первых зачаточных стадиях, а в дошкольном возрасте, чтобы не иметь глубоких уже дезадаптационных случаев. Многие родители думают, что готовность к школе – это умение читать, писать, то есть знание букв, цифр, складывать их, да, и так далее. Но все-таки самое главное – это наличие мотивации, чтобы ребенок был готов не только играть, но и прилагать усилия к освоению материала, не всегда интересного. Это не новая какая-то интересная игра, да, а, допустим, какой-то трудный материал. Кроме этого, у ребенка, для того, чтобы мы могли говорить о готовности к школе, должны быть развиты память, внимание и мышление. Причем мышление не только наглядное, но уже в какой-то степени словесно-логическое. И, конечно же, самое главное – это эмоционально-волевая готовность. То есть, когда ребенок занимается не только интересным, но и по инструкции может выполнить то, что надо, в состоянии организовать свою деятельность, например, раздеться в раздевалке, найти там потом свою вещь, где он ее оставил. Вот эти вот все моменты, да, важно посмотреть, отследить, есть ли это в ребенке. Готовность слушать авторитет, да, учителя. Направленность на него, а не только эмоциональная привязанность к маме и неготовность слышать других авторитетов. Вот если все эти факторы есть, можно говорить о готовности ребенка к школе. Если выпадает какой-то фактор, важно помогать формировать эти навыки. Вот это вот в обязательном порядке нужно смотреть у приемных детей. Да? И в том случае, если не все компоненты есть, значит, посмотреть, стоит ли именно в этом году идти в школу. До того, как ребенок вообще в принципе пойдет в школу, приемного ребенка важно заранее познакомить с учителем, рассказать об особенностях ребенка. Подвижный, неусидчивый, рассеянный. Желательно сформировать контакт учителя с ребенком. Родителю на этом этапе уже очень важно продемонстрировать готовность к сотрудничеству с учителем. Учителя ведь тоже очень рады, когда родители не делегируют, скажем так, стопроцентную ответственность за ребенка самому учителю, да, а когда все-таки действуют в тандеме родитель-ребенок. И когда есть вот такое вот адекватное разделение ответственности, такое взаимодействие только играет на пользу ребенку, особенно приемному ребенку. Ну и в то же время родителю важно помнить, что всегда нужно быть на стороне ребенка, чтобы приемный ребенок не ощутил опять предательства очередного, да, когда его родитель оставляет. То есть снова возникает ситуация небезопасности, да, некая ситуация оставления его, и вызывает еще больший регресс в поведении и эмоциональном реагировании. Важно решить заранее, до прихода в школу, принять свое решение по поводу информации о приемности ребенка. Насколько вы готовы к столкновению ребенка с этой темой в школе, насколько вы подготовили ребенка к столкновению с этой историей. В целом вот эта ответственность ложится на родителя, так как понятие приватность в целом в России не очень популярно, да, и ребенок в любом случае столкнется с этой историей. Вот это тоже такой момент готовности к школе, вот конкретно у приемных детей. Эту историю родитель решает сам, то есть сохраняет он тайну усыновления, там приемности не сохраняет. Главное, чтобы для ребенка не было дополнительных травмирующих событий в школе, связанных вот с этим аспектом его жизни. В том случае, если учитель не идет на сотрудничество, есть какие-то элементы эмоционального насилия, то есть вы объективно понимаете, что это так в отношении вашего ребенка, важно четко формулировать, что вы ждете от учителя, то есть пройти вначале все этапы взаимодействия с данным учителем, настаивать на
желаемом для вас алгоритме взаимодействия с ребенком, защищать ребенка. И помним, что прежде чем уйти, важно побороться, чтобы не формировать у ребенка чувство виктимности, да, то есть что он является жертвой, да, и оказалась нерешенная ситуация. Важно не стесняться обращаться, в том числе к заместителям по воспитательной, по учебной работе, к директору учебного заведения, для того, чтобы все-таки восстановить алгоритм здорового взаимодействия учителя с ребенком. Помним, да, что у приемных детей и так много травмирующих ситуаций. Если подобное повторится в школе, и он будет видеть алгоритм, когда и родители сдались, и его ситуация не изменилась, к нему по-прежнему негативно относятся, это вот закрепит его негативный сценарий жизненный. Очень много задают вопросов по поводу организации режима дня. Нужно ли соблюдать и быть достаточно регламентированными, там, сон, питание, прогулки, важно ли делать домашние задания в одно и то же время, нужно ли помогать выполнять домашние задания, контролировать, как именно, должно ли быть какое-то обязательно особенное место для выполнения домашнего задания, темп работы, какими должны быть направления помощи, как хвалить ребенка. В принципе, здесь те же самые моменты, что и в отношении обычных, скажем так, ну, детей из скромных семей, без особенностей, скажем так, без изюминок, да, без особенностей развития. Но, тем не менее, вот с приемными детьми очень важна четкая организация режима дня. Почему? Потому что специальные исследования показали, что фиксированное время выполнения занятий вызывает состояние предрасположенности к умственной работе. То есть если каждый день я знаю, что я сажусь в 4, у меня уже заранее запускаются в 4 часа я сажусь к выполнению домашнего задания, у меня уже заранее запускаются все механизмы готовности к выполнению этого домашнего задания. То есть вырабатывается определенная установка и предиспозиция, готовность к трудовой деятельности. Ну, как обычно, да, формируется привычка выполнять домашние задания. Направление такой помощи, как контроль за выполнением домашнего задания. С приемными детьми контроль должен быть систематическим, не от случая к случаю, с такими детьми. Контроль не должен ограничиваться вопросами, какие отметки и выполнил ли ты уроки. То есть с таким ребенком нужно контролировать именно процесс выполнения домашнего задания, а не продукт. То есть результат ребенок получает сам в результате процесса, да, оценивает его сам, удовлетворенность этим процессом. И важно не натаскивать в отдельных умениях и навыках таких детей, а все-таки учить постоянно, хронически, да, в процессе выполнения домашнего задания, размышлять самостоятельно, анализировать, доказывать. Обязательно должна быть возможность у него обратиться к вам за помощью. И, конечно же, контроль должен быть ненавязчивым и достаточно тактичным. Мы помним, что впереди у нас предстоит процесс сепарации, да, в подростковом периоде. И вот в том случае, если мы уже заранее подкладывали соломинки вот этой самостоятельности, да, в подростковом периоде все будет протекать более благополучно. Следующее направление помощи – это все-таки определенное место для выполнения домашнего задания и темп работы. Конечно же, должна быть соблюдена эргономика рабочего места школьника, особенно у приемного ребенка, да, не яркая цветовая гамма в том случае, если это ребенок, возможно, с недостатком, скажем так, энергичности, да, но тоже все в допустимых мерах. И в том случае, если это гиперактивный ребенок с избытком энергии, напряжения, это более спокойные, да, оттенки. Ну и много споров по поводу темпа работы. Вот те приемные семьи, которые знаю я, на практике используют даже настольные часы и будильники для того, чтобы приучать постепенно ребенка к, скажем так,
к определенно затрачиваемому количеству времени на выполнение домашнего задания, потому что они, мы помним, да, депривация влияет на такое патологическое формирование чувства времени, и, в принципе, ребенок приемный может бесконечно делать домашние задания, перебиваясь там на какие-то диалоги, просто отвлекаясь, да, теряя линию мышления. Вот когда приемные родители используют будильник, который звенит через определенное время, и родители говорят: мы закончили делать это домашнее задание, там успел, не успел, это уже ответственность ребенка. Да, вот постепенно ребенок привыкает немножечко уменьшать количество затрачиваемого времени на домашние задания. Но это, скажем так, те нюансы, которые родители, уже исходя из своего мировоззрения, смотрят: использовать, не использовать. Возможно, достаточно использовать песочные, например, часы, да, для того, чтобы ребенок видел, что время бежит. Да, то есть, ну, такая символика того, что время уходит. Вот. Тоже, опять же, исходим из особенностей ваших и ребенка. Конечно же, постепенное приучение к самостоятельности. Не сразу, да, при проверке домашних заданий просто не спешите указывать на ошибки, пусть ребенок ищет их сам. Не давайте готовых ответов. Любой вопрос, который вам задает ребенок, всегда первая ваша реакция: а как ты думаешь сам? А давай поразмышляем. То есть убираем у себя вот это вот автоматическое желание дать готовый ответ. И, конечно же, учим детей выделять учебную задачу, и размышлять и понимать самому учебную задачу, что от него хотят, да, в том или ином задании. Никуда нам не деться, если мы не поговорим о том, что ребенка нужно хвалить, значит, день прошел зря, и вебинар тоже. Да? Обязательно помним про то, что мы никогда не называем приемного ребенка бестолковым. В своей кровной семье он слышал именно такие слова, и я думаю, даже немножечко в другом формате, да, в более жестком. Обязательно приемного ребенка нужно хвалить за любой успех, пусть даже самый незначительный. Сумел, в принципе, держать ручку правильно, здорово. Там из 10 цифр одну написал красиво, здорово, да, потому что такие дети, помним, у них глубокая вот неуверенность, недоверие к себе. Им очень важно слышать подкрепление от значимых взрослых. Ежедневно просматривайте тетради, дневники в спокойном состоянии, то есть не реагируйте ужасом, да, и какими-то специфическими эмоциональными реакциями на ошибки такого ребенка, на ошибки и на трудности. Всегда напоминайте такому ребенку, что даже несмотря на то, что у тебя есть школьные трудности, мы тебя принимаем вместе с ними. Ты нам нужен любым, да? Для того, чтобы у него была уверенность, что если у него есть школьная некомпетентность, родители все-таки его не оставят. Хочу напомнить о том, что и педагогу, и родителю важно помнить всегда пирамиду потребностей Маслоу. И мы помним, да, что если ребенка не напоить, не накормить, он не будет здоров, у него не будет уверенности в безопасности окружения школьного, да, то есть в классе не будет дружественной обстановки, его не будут там ценить хотя бы за какую-то мелочь, что он лучше всех стирает там тряпку, да, и лучше всех вытирает доску, его за это уважают и ценят. Вот без этих базовых потребностей в признании, принадлежности, безопасности и удовлетворения физиологических потребностей просто не будет потребности, самой высшей, да, потребности в обучении, в самосовершенствовании. Это касается в том числе и нас. Да, пока мы точно не уверены, что нашей зарплаты хватит на месяц проживания, мы не можем участвовать ни в вебинарах, да, ни о каком обучении речи не может быть. То же самое происходит и с нашими детьми.
Всегда нужно задавать себе вопросы, да, как идут дела у моего ребенка, каковы его сильные и слабые стороны вот в этой точке развития, в этой точке обучения, что ему трудно понимать. То есть как можно чаще вот такие вот вопросы задавать себе и держать руку на пульсе, да, чтобы вовремя поймать и подхватить своего ребенка. Соответствует ли подготовка моего ребенка требованиям школьной программы? Есть ли какие-то особые проблемы, о которых мне следует знать? Всегда надо быть в диалоге с учителем. Выполняет ли ребенок мои задания вовремя? Какими методиками и пособиями готовят моих детей? Что из этого можно делать дома? Если возникают сложности с учебой, какие дополнительные источники помощи могу организовать я вне школы в нашем районе? Всегда дополнительный вопрос. Есть ли друзья у моего ребенка в школе? И какое направление деятельности дает ему чувство успеха? Да, то есть вот эти вот вопросы всегда нужно себе задавать. Кроме того, мы понимаем, что если мы говорим о старших школьниках и подростках, мы по-прежнему продолжаем развивать произвольное внимание и эмоционально-волевую сферу. И мы уже начинаем отдавать детям какие-то определенные сферы ответственности. Какие-то уроки, которые не вызывают уже затруднений, дети могут выполнять сами. То есть мы обязательно выделяем зоны самостоятельности для того, чтобы готовить ребенка к подростковому периоду и к периоду юношества. При этом помним, что у ребенка не всегда будет получаться то, что мы ему отдали на самостоятельную реализацию. Если этого не делать, то к подростковому возрасту он не сможет отвечать за свою школьную жизнь. В принципе, очень важно, что еще со старшими школьниками, да и с младшими, и с дошкольниками, и с подростками. Мы помним, да, что у приемных детей, а сейчас и у многих кровных современных детей, отсутствует любопытство. То есть довольно частый запрос родителя, что мой ребенок ничего не хочет, ничем не интересуется, его ни во что не включить. Всегда задаем такой вопрос. Во-первых, не враждебен ли окружающий мир у этого ребенка, да? Есть ли принимающие его люди, потому что мы помним, да, что любопытство пропадает тогда, когда отсутствует безопасность. И мы всегда задаем вопрос, а увлечены ли вы чем-то сами, родители, да? Потому что ребенок может увлечься только тогда, когда в его среде есть такие же увлеченные люди. Поэтому находим приемным детям увлеченных энтузиастов, педагогов, либо дополнительного образования, либо идем в ту школу, да, где мы знаем, что точно учитель начальных классов – это увлеченный учитель, да, чтобы именно такой человек стал проводником для приемного ребенка к определенной деятельности, которая обезопасит его от трудного поведения в дальнейшем. Если ребенок ничем не интересуется, все-таки спрашиваем, интересуются ли чем-то родители, и есть ли вот этот вот обмен ценностью, вот этой вот увлеченностью в семье. Да, бывает так, что родитель чем-то очень увлечен, но при этом не включает совершенно туда детей. Да, очень увлечен машинами, например, папа, да, и отсутствует дома, сам там в гараже возится, а ребенка к этой деятельности не подключает. Угу. Вот. Мы понимаем, что у подростков есть дополнительная сила, он осознает себя все-таки как функционирующая личность, и с ребенком с подростком уже можно разговаривать, да, то есть его успешно можно реабилитировать через такой вот через хороший диалог. При этом важно помнить, что подростки сильнее нас в энергичном плане, да, то есть энергии у них больше, и ругать, спорить с подростками – это заранее проигрышный вариант. Они нас обыграют, у них просто энергии больше, он переспорит нас. И помним, что очень важно отношение ровесников к учебному процессу у подростков. Да?
Потому как для подростков одноклассники – это все. Родители, ну, это в какой-то степени ничто, да. И если в том классе, в котором ребенок учится, ценность учиться отсутствует, то есть дети не учатся, то, соответственно, и ваш подросток тоже учиться не будет. Да, это большая редкость, когда среди всего неучащегося класса один ребенок учится. Но это чаще всего не приемный, это кровный ребенок. И это, в принципе, большая редкость. И это значит, что у такого ребенка эмоционально-волевая сфера, он гениален, да, вот в этом секторе развития своего. Поэтому очень важно, конечно же, создавать среду для приемных детей, вокруг него должны быть заинтересованные дети. Да, таких детей помещать в обычный класс, где 70% детей не хотят учиться, ну, значит, соответственно, и мы можем прогнозировать, что и ваш ребенок тоже не будет учиться. То есть важно помещать в такое учебное место, где есть ценность обучения. Лицей, семейная школа, класс с углубленным изучением каких-то предметов. То есть кто вот что придумает из родителей, возможно, это будет какое-то третье место, да, где ребенок бы осваивал другие социальные роли. Допустим, хорошо, понятно, что со школы у него не складывается, гениальный троечник там будет, да, в лучшем случае. Но зато есть другой какой-то коллектив, который ребенок сам себе выбрал, и в котором он делает то, к чему он склонен. Но мы не говорим о негативных девиациях, да, мы говорим все-таки о позитивном коллективе. И если ребенок его выбрал сам, и он для него значим, он примет ценности этого третьего коллектива, особенно когда мы не можем все-таки подобрать ребенку нормальную школу. Очень важно с приемными детьми всегда формировать позитивный образ будущего. Чаще всего и в школе, и родители идут от негативного образа. Да, там будешь плохо учиться, будешь дворником. Будешь хорошо учиться, не будешь дворником. Да? С такими детьми все-таки нужно постоянно перекидывать мостики с сегодняшнего дня в будущее, чтобы формировать вот эту вот перспективу будущего. И очень важно всегда поддерживать веру в себя, особенно у приемных подростков, потому что подростки и так, в принципе, достаточно критичны себе, не уверены в своих силах и очень быстро, вы не представляете, насколько быстро смиряются с навязываемой им негативной ролью. То есть он один раз оступился, мы уже привязали ему какой-то ярлык негативный, и ребенок очень быстро с ним смиряется, особенно приемный. Угу. Вот. И коротко уже, так как времени у нас совсем мало, я упомяну о том, что все-таки социальные отношения для приемного ребенка достаточно сложны. У него, как правило, нет до попадания в приемную семью образа адекватного взаимодействия со взрослыми, да, со значимыми взрослыми. И когда он попадает в ситуацию обучения, у него чаще всего возникает вот в ситуации оценок его деятельности, его самого, неизбежное сравнение с успехами других и появление вот этого вот убивающего чувства, что я хуже других и я плохой. Поэтому при общении с приемным ребенком со стороны взрослых, такому ребенку и со стороны педагога и родителя все-таки требуется такое вот щадящее отношение, когда оценка дается позитивная, да, обязательно предлагается помощь и эмоциональная поддержка такому ребенку. Да, то есть мы помним, что такому ребенку мы помогаем формировать с нуля свою самооценку. У него очень много внутри конструктов, скажем так, да, с негативным образом себя, то, что ему дали кровные родители. И ваша задача поселить в образ его «я» положительные конструкты, да, то есть чтобы их стало больше, чем тех негативных конструктов, которые ему заложили кровные родители. Поэтому очень важно хвалить за
достижения и верить в своего приемного ребенка. Ну и помним, да, что показать, что ребенок безнадежно плох и учителю, и родителю, в целом взрослому человеку, очень просто. Разговаривать с ним ледяным тоном, да, обращаться преимущественно формально, отчитывать за каждую провинность, принципиально и строго оценивать все учебные результаты, сосредотачиваться на недостатках в работах и обсуждать его в присутствии других детей и взрослых. То есть это вот как у Георгия Остера, да, вот то, что как раз-таки не надо делать, да, по отношению к приемным детям. Иначе сформируется конфликт «я против взрослого», да, в таких вот условиях взаимодействия с ребенком. Помним, что есть опасность, что приемный ребенок сплотится с другими отщепенцами в классе, да, потому что именно они дадут ему принятие. На фоне друг друга они будут не так уж плохи, и будет легче переживать общие неприятности. Да? И поэтому будет использовать достаточно обычный арсенал: драки, порча вещей, обзывательство, демонстративное воровство, да? В том случае, если все-таки не создадим лечебный, скажем так, терапевтический коллектив в классе. Инструменты у классных руководителей есть для того, чтобы командообразовывать свой класс, да, для того, чтобы формировать не только официальные какие-то связи у детей, но и неофициальные. То есть чем больше командообразующих мероприятий в классе, тем больше вероятность завязать какие-то другие отношения с другими детьми и другого качества. Конечно же, родителю очень важно знать источник проблем своих детей, обязательно, да, резюмируем так, провести хорошую медицинскую диагностику и коррекцию с неврологом, дефектологом, психологом, то есть подключать специалиста. Важно проводить срезовую, постоянно грамотную диагностику уровня развития ребенка, степени его отставаний и продумывать систему выполнения домашних заданий и, в принципе, скажем так, подстегивание его, выравнивание его неуспешности. Ну и помним, да, что важно создавать развивающую среду, заниматься с ребенком, помнить, что аффект тормозит эффект, да, всегда занимаемся его эмоционально-волевой сферой и никогда не сравниваем с другими, набираемся терпения и применяем разумные нагрузки. Я надеюсь, что данная информация будет слушаться не только родителями, да, но и педагогами, потому что очень важно, чтобы и педагоги тоже знали о таких понятиях, как нарушенная привязанность, депривация и трудности, школьные трудности приемных детей. Благодарю за внимание. До встречи на следующих вебинарах.